Я приветствую всех любителей литературы и всех школьников, учащихся. Я в прошлом году проводила несколько телеуроков, и мои зрители и слушатели сказали, что я прихожу на уроки с каким-то предметом. И в этот раз я тоже решила принести что-то, что станет символом сегодняшнего нашего, можно сказать, занятия. Звук микрофона. Да, у меня есть монета 1834 года. Это монета времен Александра Сергеевича Пушкина, и на ней написано 5 копеек. Так, теперь у меня есть монета 1987 года. На ней тоже написано 5 копеек. И я думаю, мои коллеги, учителя более старшего поколения помнят, что в Советском Союзе вход в метро стоил 5 копеек. И, наконец, третье. Это у меня жетон от постсоветского метро. И сегодня мы немного будем говорить и о загруженном искусстве. И помним, что на вход в царство, подземное царство в виде обола, то есть в виде монеты. И поэтому все мои сегодняшние монеты – это как бы плата за вход на сегодняшнее занятие, потому что у нас речь пойдет и о постапокалиптическом обществе, и о загробном мире, и, конечно, о вселенной Дмитрия Глуховского. Еще раз я показываю нашу плату, чтобы нас пропустили в этот мир. И 5 копеек времен Пушкина. Это медная копейка. Так, и 5 советских копеек, которые мы разменивали 10, 15 и 20 копеек, чтобы войти в метро. В советское метро. И начинаем наше знакомство со вселенной Дмитрия Глуховского. И первой для защиты презентации я даю слово ученице 10 Б-класса Петровой Алексее. И вас приветствует учащиеся 10 Б-класса. Привет! Приветствуем наших зрителей и слушателей. Пожалуйста. Дмитрий Алексеевич Глуховский, российский писатель и журналист. Автор романов «Метро 2033», «34», «35», романа «Текст», мистического романа «Сумерки», сборника рассказов о родине, создатель книжной серии «Вселенная метро». Родился 12 июня 1979 года в Москве в семье журналистов. 4,5 года жил и учился в Израиле, работал в Германии и во Франции. Писатель-фантаст владеет многими иностранными языками. Писать юный Глуховский начал еще в школе. Это были как фантастические рассказы для сверстников, так и очерки о родине для стенгазет. Свой первый роман «Метро 2033» Глуховский задумал еще в старших классах школы и начал писать уже на первых курсах университета. Дмитрий опубликовал ее впервые в интернете. Роман стал одним из главных российских бестселлеров нулевых. Книга переведена на 37 иностранных языков, стала основной для 3 видеоигр. В 2007 году вышел новый роман автора «Сумерки». Как пишет сам Глуховский, он постарался сделать это произведение как можно более не похожим на дебютное, для того, чтобы показать, что он не автор одного произведения. В 2000 Глуховский завершил трилогию о мире метро, романом «Метро 2035». В 2017 году Дмитрий закончил работу над своим первым реалистическим романом «Текст», публикация которого состоялась 15 июня 2017 года. 24 октября 2019 года в широкий прокат вышла экранизация.
роли в которой исполнили знаменитые актеры Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. В 2020 Тархан, помоги, пожалуйста. Глуховский работал над несколькими романами и сценариями. 10 ноября 2020 года объявлено, что Дмитрий Глуховский станет автором текста для тотального диктанта в 2021 году в Якутске. Работал на европейском информационном телеканале Евроньюз в Лионе, а также корреспондентом на телеканале Russia Today. Спасибо за внимание. Да. Так, уже слово переходит ко мне. Я так думаю, что большинство из вас, конечно, знакомы с его жизнью и творчеством, поэтому слишком долго говорить об этом мы не стали. Так, презентацию, пожалуйста. Да, вот с этого, да, с этого момента, с этого. Да. Сегодня, вот, пожалуйста, смотрите ссылку, и я вам ее отправлю только что. И по этой ссылке у нас небольшая игра на тему божественной комедии. Потому что по этому поводу я тоже долго думала, что же делать такое и с чем, что с чем можно сравнить. И мне пришло в голову, что, наверное, лучше сравнить с этими произведениями. Потому что мне кажется, что все познается в сравнении. Ссылку я вам отправила, можете уже делать. И по этой ссылке вы делаете тест по божественной комедии и даже можете получить электронный сертификат. Ссылку потом я тоже могу отправить для всех желающих. Вот божественная комедия, с которой мы знакомились в 9 классе. А в этом году я с ней начала знакомить еще раньше, даже включая учащихся 5 и 8 классов. Пойдем дальше. Так, вот. Я разделила на маленькие рамочки. И мы сегодня будем рассматривать 4 произведения и 4 авторов. И все они будут соединены какой-то сквозной идеей, мыслью или нитью. Так, первая рамочка. Это жанр или форма видения. И романы Глуховского тоже в какой-то мере содержат видение. Вергилий ведет Данте через акт чистилища. Человека от страстей спасает разум. И поэтому наша сегодняшняя встреча называется цитатой из Данте, из божественной комедии, что нельзя опаздывать к знаниям, да, это ведет, скорее всего, к катастрофе. А божественная благодать ведет к вечному блаженству. Ад ужасен не столько тяжестью своих мучений и испытаний, сколько их вечностью и отсутствием надежды на прекращение действия высшей кары. И мир после апокалипсиса в романах «Метро 33», «Метро 34» и «Метро 35» мне лично кажется, что несколько напоминает ад. Хотя это живые люди, но живут они все-таки, как мы знаем, под землей, в метро. Так, моральная символика ада. Ад – символ нравственной свободы, символ рока Фатума, символ абсолютного одиночества, символ дурной бесконечности страданий, символ полной отчужденности души от всего, символ самосуда души, символ переживания безвыходности и безнадежности и символ вечного умирания и неполной смерти. И все эти символы мы увидим не только в божественной комедии, но и во всех других дальнейших произведениях. Пойдем дальше. Так.
А вторые связи я всегда люблю делать с нашей родной якутской литературой. Это Алексей Елисеевич Кулаковский и его поэма. Тут очень хорошая книга. Она на 3 языках. На якутском, на русском и на английском. То есть с ней можно познакомиться и на языке международного общения. Так, дальше. Вот. Так, ключевые слова. Антиутопия. Тут немножко «е» влезло. Утопия. Должна быть «я». И в прошлом году также было. Художественный философский синтез, диалог культур. И самое главное – антиутопия. Вот мы недавно проводили пробные СИ. Там тоже учащиеся для выражения своих мыслей прибегли к антиутопии. Замятина мы. Сложный многоплановый сюжет, своеобразный историзм, гиперболизация в описании жизни общества и художественная идея борьбы за благополучие своего народа. А чем занимаются, ну, можно сказать, ведущие личности, лидеры метро? Они тоже борются за победу и благополучие своего народа. Так, и опять же во второй рамочке мы видим уже знакомое слово «видение», сложившееся в ранней средневековой клерикальной литературе и именно в божественной комедии Данте. Кулаковский пишет, что чаша судеб мировых переполняется, рок неумолимый надвигается. Это прямая цитата. Двуногий хищник-человек начал опустошать флору и фауну, уничтожать все живое. Это он писал еще в начале 20 века, более 100 лет тому назад. Отказался от покровительства добрых духов и воспылал враждой к самому Богу. Всевышний в качестве кары обрек людей на чрезмерное перенаселение планеты. А обратим внимание на метро. Там даже не планета перенаселена, а пространство под огромным городом перенаселено. И большинство даже не знает, что делается на других станциях метро, кто ими владеет и что от них ждать. Начался передел мира, наступила эпоха войн. Тут божественная комедия, там очень много и божеств, и духов, и ангелов, и демонов. А тут Кулаковский называет 2 имени. Древнее якутское божество войны и брани, Отцолоння, редко упоминаемое, и Кокустуктай. Это как бы мужское божество, как Марс и Арес, и женское божество. Кокустуктай. Мир оказался перед последним пределом. И мир в метро тоже, можно сказать, уже после последнего предела. И сновидение шамана как бы готовит к этому. Там божественная комедия Вергилий, а тут якутский шаман. Дальше. Так, третье произведение, они как бы выходят одно из другого. Вот мы с 10 классами заканчиваем изучение романа Достоевского «Преступление и наказание». Прекрасный портрет работы Константина Васильева. У него обязательно должна быть свеча. И далее. И из большого произведения я взяла, дети, сон от Рехина. Мы об этом еще не говорили. Это последний сон Раскольникова, уже когда он находился на каторге. В нем автор поднимает глобальные вопросы о нравственности и морали, о законах человеческой жизни, о добре и зле. А разве автор «Метро» не поднимает эти же вопросы, эти же проблемы? Во сне герой видит, как люди уничтожают друг друга, становятся сумасшедшими, бредят и убивают друг друга, заразившись неизвестным вирусом. Тут, можно сказать, в какой-то мере Достоевский
предвидел пандемию, неизвестный вирус. Ну, что-то такое мы с вами живем, в такое, можно сказать, историческое время. Заражаясь бессмысленной злобой, они считают себя умными, непоколебимы в своей уверенности и жестокости. И лишь несколько избранных, имен которых никто не знает, это чистые светлые люди, могут спастись сами и спасти других. Во вселенной метро тоже есть такие люди, лидеры. Они должны возродить мир и спасти человечество. А разве метро это не так? Трихины являются страшной опасностью для всего человечества. Эти вирусы. Они способны привести к утрате всех норм человеческой жизни к трагедии глобального масштаба. И Раскольников осознал, что гораздо важнее нести свет, очищать землю от преступлений и злобы. Так, и, наконец, Дмитрий Алексеевич Глуховский, «Метро». Мы как бы делаем резюме на основе всего вышесказанного. «Метро» мы берем первую книгу. «Метро 33» – это постапокалиптический роман, описывающий жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле. В божественной комедии это люди попадают на круги ада после смерти. Так, у сновидения шамана это уже будущее время, которое наступит в 20 или 21 веке. Трихины – это тоже общество будущего, а здесь уже после ядерной войны на Земле. Мне кажется, явная перекличка. Привычный для нас мир был полностью уничтожен в результате ядерной войны. Алекса, пойдет, я попросила. Только немногим счастливчикам удалось укрыться в метро. И им предстоит бороться за свое выживание. Приходится иногда завидовать мертвым. У якутов такое тоже было. Разные шаманы и лекари говорили, что наступят такие времена, когда мертвые будут завидовать живым. Они будут носить на спине мешки денег, которые будут пустыми бумажками. Они будут стучать по древним могилам, по крестам и говорить: мы завидуем вам, мертвым, потому что настало очень страшное время. И даже называется такая одна старушка вещая, Саппаха-Мярси, которая вещала вот такие пророчества. В каждом метро выстраиваются собственные правила поведения, уникальная экономика, религия и даже идеология. То есть на каждой станции, на большой станции. То есть это своего рода небольшие постапокалиптические государства. Метро 34. Автор как бы дистанцирует второй роман от первого и сообщает, что миру угрожает серьезная опасность, приходится сражаться, опять же, против ужасной эпидемии. Тут мы можем вспомнить сон о трихинах. И «Метро 35», заключительная книга трилогии, человеческие пороки, жадность, любовь к власти и трусость приводят к тому, что в метро начнется новая война. Все возвращается, да? Способная уничтожить последний оплот человечества. То самое метро. Так, а кто из вас знает игру «Метро»? Играл? Ну вот, включая мальчики. Хорошо знают. Я Да, спасибо. С вами тоже у нас будет небольшой разговор. Далее. Презентацию. Так, ну вот. Тут я могу сказать, что я хотела сравнить и показать. И специально мы выбрали для презентации с Анной Афанасьевной
якутский орнамент. Потому что мы хотели как-то приблизить Дмитрия Глуховского якутскому читателю. И поэтому и детям я хотела показать, всем вам, уважаемые зрители и слушатели, что ничто не создается на пустом месте, что должен быть фундамент, и, как писал Платонов, должен быть котлован, и фундаментом, на мой взгляд, личный, для создания этой глобальной трилогии «Метро» стали вот эти носящиеся в воздухе идеи и произведения, начиная с божественной комедии, по которой вы делали тест, это онлайн-тест ПАК, Анна Панасьевна делала. Так, потом «Сновидение шамана». Мне кажется, основоположники якутской литературы Кулаковский, Сафронов и Неустроев оставили после себя целую вселенную. И их произведения не надо оценивать в плоском мерном пространстве, а надо оценивать 3D, 4D, 5D пространстве. Тогда из них будут открываться новые и новые современные смыслы. И, конечно, когда, как в после бала, дают выбрать, вот кого вы выберете, да, и Варенька иногда не танцевала с Иваном Васильевичем. Если бы мне дали выбрать Достоевский или Толстой, я выбрала бы Достоевского. Хотя Толстого я тоже всегда читаю и очень люблю. И роман «Преступление и наказание» один из моих любимых. И сон о трехинах я люблю так же трепетно, как и сон о лошади, где Раскольников целует убитую лошадь, целует ее в окровавленную морду и плачет. И мне кажется, это слезы писателя и по человечеству, и по братьям нашим меньшим, и вообще слезы. И сон о трехинах – это тоже своего рода пророческий сон. И примерно в такой же плоскости нужно читать и оценивать произведения Дмитрия Глуховского. Я читала «Метро», я читала «Сумерки» и текст. Больше, конечно, мне как-то импонирует текст. Тем более, что он вот о современной реальности, можно сказать, о телефонном, о мобильном мире и о перевоплощении человека. Тут можно было бы, конечно, говорить отдельно и находить какие-то новые параллели, но я для первого раза остановилась только на романе «Метро». И теперь я хочу дать слово вот здесь сидящим. Тут учащиеся наши тоже читали эти романы и хотят сказать свое какое-то небольшое слово. Пожалуйста, Спиридонов Емельянов. Емельянов Спиридонов. Я всегда ошибаюсь. Так, пожалуйста, вот сюда и на камеру. Так, ближе. Хочу начать с того, что я не до конца дочитал книгу 2023, но могу уже сказать кое-что о ней. Сперва, первый же строк появляется представление о феодальном государстве, которое разроблено на несколько княжеств. Считайте это отдельные линии станций, такие как Красная линия, Четвертый рейх или же Полис. Они все вроде бы одинаковые, но что-то в них отличается. Расскажу кое-что об Артеме. Это типичный персонаж романов, который начинает с низов и заканчивает на высоте, но он живой. Персонаж Артем, он живой. У него есть свой характер, у него есть чувства. Он чувствует все опасности метро. Хоть и вырос на одной станции, в свое время сидел дома.
все же что-то в этом есть. Могу рассказать о своем самом приятнейшем моменте, ну, не приятнейшем, а на самом любимом моменте. Это диалог Хантера и Сухого. Когда Хантер говорил то, что все смогут выйти, но Сухой говорил то, что все уже обречены. Это объясняет, это очень хорошо показывает всю безысходность метро. И вот две стороны — это надежда и отчаяние. И ты так и чувствуешь то, что многие люди уже отчаялись, а многие еще борются за жизнь. Мистически. В общем, могу сказать то, что книга очень интересная и сможет понравиться не всем, но своего читателя она определенно нашла. Можете задавать вопросы. Ну, спасибо. Спасибо. Это ученик 8 класса. И он читал эту трилогию. Вот она у нас на выставке находится. И хотел сказать свое веское слово. Так, я попрошу встать и поклониться Иванову Нюргуну, учащегося 7 класса. Так, поклонись. Так. Ну, мы не показываем, как он кланяется, да? Так, вот он. Вот. Так, садись, Нюргун. Тогда тебя будет лучше видно. Так. Нюргун у нас любитель литературы. У него есть свои любимые произведения. Но сегодня он застеснялся и не хочет говорить. Он читал роман «Сумерки». Мистический роман. Это не те сумерки, к которым мы привыкли, это другие сумерки. Но он стесняется говорить, но просил передать, что этот жанр и этот роман ему не очень понравился. Он привык читать несколько другие произведения, но он роман дочитает, и свое мнение о романе у него сложится. Так, ну-ка. Сколько процентов у нас по тесту, Вера? 80. 80. Так, у меня в начале было 40. 40. Так, Эргис? 40. 40. Вот мы с тобой. Так, 2 сапога пара. Сардана? 50. 50. Барахов Данил? Тоже 40. 40. Миша? 40. 40. Дело? Нет. Нет. Так, там кто? Юлиана? 50. Так, Артемий? 70. 70. Саяна? 40. 40. И Надя? 60. 60. Ну вот, от 40 до 80% выполнения. Сертификаты вышли у всех? Да. Да, цветные сертификаты у всех вышли. И даже я вот очень быстро делала, срочно, для того, чтобы проверить работу Анны Афанасьевны, и не могла, даже в голову мне не могло сложиться слово «Беатричи». Я думаю, кто бы это мог быть? Оказывается, это Беатричи. Ну, и все остальное, ну, как-то так уже очень по-быстрому. А так мы делали викторины и в 5 классе, и в 8, и у нас получилось неплохо. Так, и теперь мы обращаемся к вам. Кто хочет сказать свое слово о произведениях Дмитрия Глуховского? Мы делаем запись нашего эфира, и, возможно, когда-либо эта запись может попасть и к самому Дмитрию Глуховскому. Пожалуйста, у нас уже как бы свободный микрофон. Может, кто-нибудь хочет сказать свое слово? Пожалуйста. Да. Вас очень много. Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. И
немножко получить какие-то представления о произведениях Дмитрия Глуховского. Мы всегда рады видеть в стенах нашей гимназии гостей и на семинары, и на подобные встречи. И по проекту «Творческая мастерская» мы разработали много разных дорожных карт, и наша школа будет осуществлять маршрут, посвященный столетию Якутской АССР. У нас будет конференция краеведческая в наших стенах, и после обеда у нас будет поэтический вечер о переводах стихотворений женских поэтов Якутии, таких как Наталья Михалева-Саев, Наталья Харлаева и многих других прекрасных поэтов. И кроме того, мы планируем фестиваль самодеятельности народов, населяющих Якутию, с гала-концертом 27 апреля в будущем году, в день юбилея. И мероприятий у нас будет по школам. Выпуск календаря с фотографиями старого Якутска, видов, стихами якутских поэтов на якутском, на русском языке, местных поэтов. Я могу ознакомить с этим. Так, ну теперь мы слушаем вас. Кто что хочет сказать о Дмитрии Глуховском и его произведении. Это самое директор. Понятно. Так, ну ладно. Тогда у нас и время заканчивается. Я даже не думаю, что вы сразу зашли и все увидели, но хотя бы что-то вы увидели и какое-то впечатление о творчестве Дмитрия Глуховского и о связи его творчества с другой литературой. Я думаю, вы тоже получили. И кроме того, видите, что люди интересуются творчеством Глуховского, читают его, и у них складывается свое впечатление. В наше время это очень дорого, что читают и потом уже как бы пытаются анализировать и рефлексировать. Так, хорошо. Тогда спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Спасибо большое.